Сны, как мы знаем из Корана и Сунны, могут приходить и от Аллаха, Субхану ва Тааля, могут быть и от шайтана, а также из нашего собственного воображения. Так что сны делятся на 3 категории. Первое — сны от Аллаха. Такие сны приходят к пророкам. Им не снятся другие 2 категории снов. Единственный тип сна, который видят пророки, от Аллаха. Аллах защитил их сны от шайтана. Всевышний также защитил их сны от их собственного воображения. Поэтому каждый раз, когда пророк видит сон, это вахи от Аллаха. Всякий раз это откровение от Бога. И мы видим это на примере семейства Ибрагима, алейхиссалям. Что же происходит с Ибрагимом, алейхиссалям? Он видит сон об Исмаиле, что приносит его в жертву. «Я вижу в своем сне, как приношу тебя в жертву». Так что уже пророк Ибрагим поведал нам о реальности снов. Впоследствии его правнук Юсуф видит сон. Итак, сны — это нечто, связанное с пророками Аллаха. Но сны связаны не только с пророками. Бывает, что людям, которые не являются пророками, тоже снятся такого рода сны. В одном хадисе сборника Тирмизи пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не осталось от пророчества ничего, кроме мубашират». Что это мубашират? Они спросили его, что такое мубашират, о посланник Аллаха? Он ответил: это ру'я, сон, который вы видите, когда вы или кто-либо другой видит вас во сне. Вы сами видите себя во сне, или другой человек видит вас, потом приходит и говорит: «Ах, я видел тебя во сне, вот что я видел». Это мубашир. Что же означает мубашир? Это означает хорошие новости, добрые вести. Из этого мы делаем вывод, что сны, которыми Аллах благословляет человека, это всегда что-то позитивное. Это благая весть, которую сообщает вам Аллах в вашем сне. Поговорим еще немного о снах. Как было сказано, есть 3 категории снов. Первое — это сны, являющиеся плодом вашего воображения, вашего нафса. Например, кто-то из нас хочет иметь очень дорогую машину. Вы хотите купить последнюю модель Ягуара, Мерседеса или что-то подобное. Вы думаете об этом, грезите наяву, вы ложитесь спать, страстно желая увидеть себя во сне за рулем этой машины. Это говорит ваш нафс. Это ваше воображение. Ученые говорят, причем не теологи, а ученые, изучающие состояние сна. Да, есть такая особая область науки. И это довольно забавно, ведь если кто-то из них заснет на работе, то всегда может сказать: «Я так работаю». Итак, есть ученые, которые изучают сон, и они утверждают, что этот вид сна случается каждую ночь. В процессе нашего сна есть фаза, которую называют фазой быстрого сна. В этой фазе сна любой человек каждую ночь видит сны. А проявление этого сна нам всем хорошо знакомо. Когда мы просыпаемся, то помним сон абсолютно четко, но что происходит через 5 секунд? Он постепенно уходит. Это признак такого вида сна. Это наше воображение. На такой сон влияют внешние импульсы. Если, к примеру, кто-то плеснет на ваше лицо в воду, то вам приснится, как вы тонете или еще что-то. Когда вы услышите, как сработал ваш будильник, это каким-то образом повлияет на ваш сон. Что-то произойдет в вашем сне. Если кто-то позовет вас во сне: «Проснись, проснись, время фаджра», в вашем сне это будет неким образом преобразовано. Такой вид сна не имеет никакого отношения к хорошему или плохому. Это всего лишь ваше воображение, ваш нафс. И признак такого сна — это то, что вы совсем его не помните. Вы просыпаетесь и к середине дня вообще ничего не вспомните. Это проявление вашего нафса. Второй вид сна по-арабски называется аль-хульм. Аль-хульм — это плохой сон. Мы еще называем его кошмаром, ночным кошмаром. И этот вид сна от шайтана. Такие сны от дьявола. Признак такого сна — он пугает. Вы видите что-то зловещее, что-то отвратительное. Вы видите, как ваши близкие умирают ужасной смертью, или видите, как сами попадаете в автокатастрофу. Видите, как за вами гонятся злые существа, звери или что-то в этом роде.
Сны такого рода исходят от шайтанов, которые тем самым хотят раздражить вас, вывести из равновесия. Они шутят над вами, разыгрывают. И такого рода сны никогда не сбываются. Никто не должен верить такому сну. Никто не должен верить ночным кошмарам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что о них не следует никому рассказывать. Если ты увидел плохой сон, не надо рассказывать о нем людям. Почему? Потому что шайтан таким образом дурачит вас. Один человек сказал пророку, алейхиссаляту вассалям: «О посланник Аллаха, я видел во сне, как мне отрубили голову, и она катилась как мяч, а я бежал за ней, чтобы поднять». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не рассказывай другим, как прошлой ночью с тобой играл шайтан». Шайтан смеется, когда ты рассказываешь, потому что ты поверил в этот сон. Каков признак такого сна? Вы просыпаетесь в ужасе, в поту, просыпаетесь посреди ночи. Что это было? Что же я видел? Вот признак того, что это от шайтана. Дьявол не ведает о будущем. Поэтому, если вы увидели себя попавшим в аварию, а на следующее утро звоните на работу: «Я не приеду, потому что не хочу ехать на машине», это шайтан, который смеется над вами. Это сатана потешается над вами, потому что вы поверили ему. Вы должны отбросить кошмары, потому что в них нет даже пылинки правды. Ноль. И если вы поверите им и последуете, именно шайтан будет победителем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если вы просыпаетесь от такого кошмарного сна, попросите у Аллаха защиты от шайтана, ауду билляхи мина шайтана раджим, и трижды сплюньте налево. То, о чем рассказывал пророк, алейхиссаляту вассалям. Плюете так, чтобы был звук, но без слюны. Вот так. Это называется нафаth. Символически, без реальной слюны. Это чтобы отогнать от вас шайтана. Ауду билляхи мина шайтана раджим. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: на каком бы боку вы при этом ни лежали, повернитесь на другой. Зачем все это? Потому что шайтан, когда дразнит вас, находится вокруг или сидит на вас. И когда вы говорите «ауду билля» и поворачиваетесь, ему приходится бежать прочь. Пророк, алейхиссаляту вассалям, также сказал: если сон был очень плохим, тогда встаньте и совершите намаз в 2 ракята, прибегая таким образом к защите Аллаха от шайтана. Обратиться к Аллаху. И ни в коем случае не рассказывайте никому, ни вашим супругам, ни друзьям, никому. Вы оставляете такие сны позади. Кстати, сюда же относятся так называемые эротические сны. Они тоже от шайтана. При этом нет греха на мужчине или женщине, который увидит такой сон. Мы все знаем по фикху, что когда просыпаешься и понимаешь, что достиг такого состояния, нужно взять полное омовение, гусль. Это сон от шайтана, но вы не согрешили, потому что не контролируете себя во сне. Пророки никогда не видели такие сны. Ни одному пророку не снились такие сны, потому что они от шайтана. Такие сны непристойны, но они естественные. И я имею в виду, у нас нет причины чувствовать вину. Для человека это естественно. Тут нет ничего такого, из-за чего стоило бы переживать. Но мы должны понимать, что такие сны от шайтана. Сатана, являя такие образы в нашей голове, делает так, чтобы это случилось. Мы просыпаемся, и нам приходится холодной ночью принимать душ. Это исходит не от нас, не от Аллаха, это от шайтана. То есть это еще одна разновидность хульма, плохих снов. И повторюсь, не рассказывайте о нем людям. Никому не рассказываем, но если просыпаемся в таком состоянии, безусловно, делаем гусль. Итак, это второй вид сна. Какой был первый? От нашего нафса. Второй вид — это кошмар от шайтана. Таким образом, мы подошли к третьему виду снов. Третий вид — это мубашшират. Также по-арабски называется ру'я. Ру'я — это сновидение от Аллаха. Это хороший, позитивный сон. Ни один сон от Аллаха не заставит вас пробудиться в состоянии страха. Вы не проснетесь напуганным, иначе это не будет мубашир. Что означает слово мубашир? От башир, от башара. Что означает мубашир? Благая весть, хорошие новости, верно? Что-то жизнеутверждающее. Или, если даже сон не будет позитивным, то это будет констатацией факта. То есть это будет нечто правдивое, но не пугающее. Каковы же признаки такого сна? Вы просыпаетесь и живо помните этот сон. Это не хадисун нафс. Вы также не проснетесь в состоянии ужаса. Когда выполняются эти два условия, вполне возможно, весьма вероятно, что это мубашир. Иногда вы просыпаетесь в хорошем настроении, потому что видели во сне что-то хорошее. Иногда вы просыпаетесь в обычном настроении. Вы не испуганы и не веселы. Вы даже можете быть в замешательстве. Что же это я видел? Но вы никогда не проснетесь в испуге. Если вы проснулись в ужасе, то это не от Аллаха. Это, да, от шайтана. Сны от Аллаха бывают двух видов.
Первый из них менее распространенный, он встречается реже. Это когда вы видите некое реальное событие со своим участием, без какого-либо символизма. Вы видите то, что произойдет в будущем. То, что реально случится. И в этом сне нет никакого символизма. Он ясный. Инструкция, закон, если хотите, о том, что произойдет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел сон, как он совершает таваф вокруг Каабы. Какой это был год? 6-й год хиджры. 6-й год после переселения в Медину. Он видел сон, как совершает таваф вокруг Каабы. Там не было символизма. Когда он видел это, то знал, что это не символический сон. И он сказал: «О мусульмане, я видел сон, как совершаю таваф вокруг Каабы. Давайте совершим умру». Что произошло в тот год? Ему помешали войти в Мекку, и было Худайбийское соглашение. Мы обязательно доберемся до этой интересной темы, иншаллах. Может быть, через пару лет, если будем собираться здесь каждую среду. Или даже через 3-4 года. Но когда-нибудь доберемся, иншаллах. Поговорим более подробно, как пророку, саллаллаху алейхи вассалям, помешали войти в Мекку. Он увидел сон, в котором не было символизма. «Я видел, как совершаю таваф и брею голову». Это произойдет. Аллах говорит в Коране: «Сон, который ты видел, правдивый». Ты войдешь в мечеть Аль-Харам. Это произойдет. Но не в этом году, а в следующем. Это первый вид снов от Аллаха. Сон, в котором вы четко видите то, что реально произойдет. Это редкость. Бывает очень редко. Это больше распространено среди пророков. Помните, пророк Ибрагим видел что? «Я вижу себя, приносящим тебя в жертву». Там нет символизма, яснее ясного. Это характерно для пророков. Что касается таких видов снов, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал, Аиша передает, как за полгода до начала ниспослания откровений Корана пророк, алейхи салляту вассалям, видел такие сны. Непрерывно, в течение 6 месяцев. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каждую ночь видел во сне то, что происходило на следующий день. Он видит во сне, как идет на рынок, что-то покупает и продает. И на следующий день это происходит в точности. Он видит во сне, как встречает кого-то, и на другой день этот человек приходит к нему. Через 12 часов. Он видит сон, и на следующее утро это происходит. Полгода без перерыва. Почему? Аллах таким образом готовил его к тому, что произойдет нечто особенное, великое событие, готовя его к началу ниспослания Корана. Сны продолжались 6 месяцев, и затем была ниспослана сура Аль-Аляк.